Кто-то из вас, может быть, думает и спрашивает себя вслух, можно ли здесь заблудиться? Я вам так скажу, заблудиться вы не заблудитесь, потому что здесь очень много стоянок чабанов, жаляв. По-любому дороги все сливаются в одно, но проехать лишние там километры, а может быть даже десяток, это вполне возможно. Поэтому, если вы едете по навигатору, ставьте навигатор, и вот как я в Монголии ездил, ориентируйтесь чисто на направление. На дороге сильно не ориентируйтесь. Дорога может уходить налево, и вам может показаться, что вы сбились с маршрута, но нет. Главное, смотрите, чтобы вы ехали, например, на восток, потому что горы Бурхан-Булак, ну и водопад, находятся восточнее трассы Талдыкурган-Өскемен, в ущелье, Каринское ущелье, где протекает река Кора. Там она берет свое начало. Вот только что я ехал, где-то последние 20 минут, навигатор у меня с ума сходил. Чувак, ты где? Чувак, вернись! Тут главное не паниковать. Пораскинув мыслями, тоси-боси, я упал снова на свой маршрут. Ну, по навигатору. И вот сейчас еду. Очень много скотины здесь увидите, очень много живности. Вот, например, сейчас, да, куда ехать? Вот я вижу как минимум 3 колеи. Вот еду прям по центральной. Все, и центральная пропала. Ё-моё. Но если верите навигатору, то я еду правильно. Короче, находите более-менее какую-то видимую колею и прям по ней езжайте. Сейчас попытаюсь найти колею, вон там вдали что-то вырисовывается. Сейчас постараюсь выехать на нее. А вот, пожалуйста, надо было ехать по левой стороне. Вот так вот мы возвращаемся в стойло. Смотрите, сколько здесь овец. Офигеть. А вон и чабан стоит на горе. Прямо на вершине. Лицезреет наш апхил. Кивает еще парень. Так. Небольшой спуск. Ну, я думаю, все уже догадываетесь, примерно какая здесь дорога, какой здесь ландшафт. Чисто на вершине горы вы уже. Тут уже просто ищите наиболее подходящую тропинку, чтобы пробраться к водопаду. Вот что, но мотоцикл ронять здесь не очень хотелось бы, зная, как тяжело его потом будет поднимать. Поэтому лучше здесь быть начеку. Много камней, таких вот острых булыжников. Будьте осторожны, чтобы не схватить боковой порез. Какая красота с левой стороны. Ну и ветер тут, я вам скажу. И прям чувствуется, что уже такой пронизывающий холод. Это говорит о том, что я приближаюсь. Если верить навигатору, то осталось 35 километров. Ну а вот сами смотрите горы. Как вы видите, глиняная дорога, укатанная, проселочная, превращается в каменистую горную дорогу. Вон там вверху пасется скот, вон уже видны ели, вон там вдали, а вон уже вершина горы. Блин, офигенно здесь. Вон там жайляв. Короче, куда не посмотришь, вокруг сплошные жайляв. И вот мы ехали вон оттуда, где зеленая долина.
То есть в тех краях проходит дорога Талды-Кускаман. И вот оттуда, ковыляя вот по всему этому подножью горы, мы добрались сюда. У моего папы есть Жаляу в Текеле. И вот они часто летом именно гонят скотину с равнины. Если, например, у вас Жаляу где-то на равнине, там где степь, зимой там будет потеплее, то летом они ведут скот весь в горы, где много зелени свежей, чтобы скотина набрала вес, ну и чтобы попиталась нормальной едой. Не знаю, если все пойдет так хорошо, как сейчас, то я, наверное, сегодня же вернусь назад в Талдык. Поехали дальше. Ну как вам такая панорама? Вы едете прямо на гребне горы. Офигенно. Такая красота. Какие пейзажи. Как вам такая красота, ребят? Смотрите, вот одна гора. Вот она, ущелье пошло. Там внизу река. Мне кажется, мы сейчас вот здесь вот спустимся вон на ту дорогу. Вон та долина. И вон там вдали уже будет водопад. Обалдеть. Надо сделать фото. Только что меня застал врасплох мой топливный насос. Я уже успел немного кирпичей наложить. Короче, только что же останавливался, чтобы сфотать. Раз завожу такой, он бац, не заводится. Завожу, он поработал пару секунд, бац, и заглох. Я такой, ёп ты гадык. А у меня эта болячка уже всплывала. Он пишет, fuel pump failure. В общем, проблема с электронасосом. Я тогда ездил в КТМ, мне посмотрел Леня, говорит, у тебя все хорошо. Насос прошел испытание, они проверили его, тынь-тынь-тынь, прозвонили его, дали ему давление, все нормально. В общем, Леня говорит, давай покупай новый насос. А новый насос 500 евро, что ли, стоит? Я такой, да ну нафиг, ёшкин кот. Давай гуглить эту проблему. И эта проблема, оказывается, распространенная. И некоторые даже приписывают ее как болячки именно этих моторов LC8. Именно этой компоновки. Одни говорят, что сеточка забивается. Но это фигня, я бы мог с собой фильтр возить. Вот. А кто-то говорит, там ломается чашечка какая-то пластмассовая, в которой крепится сам насос. И вот со временем, из-за того, что она трескается, этот насос начинает пропускать, не держит давление. От этого, в общем, он и вырубается. Вот, не знаю, в общем, надо вскрывать, смотреть. И вот я уже такой думаю, блин, неужели может с собой купить этот насос и возить? А потом я спрашиваю Достана, знает он, нет? Он говорит, блин, так это же детская болезнь у КТМов. Я такой, что такое? Он говорит, насос здесь электрический, погрузной. В левой стороне бензобака сидит. И вот из-за того, что мотор горячий, он перегревается, находясь в бензобаке. От того, что он перегревается, там, в общем, падает пропускная способность этого насоса. И вот мозги отключают его. Типа, что за фигня, мол, давление упало. Вот. Начал я эту тему гуглить. И действительно, так оно и есть. И люди лечат эту проблему. Есть специальный выносной кит. Вы просто вытаскиваете насос. Или насос остается внутри, но вы вытаскиваете фильтры. Из-за того, что насос стоит внутри, вне всяких там корпусов с фильтрами, то он уже не подвержен перегреву. В общем, я задумался. Вот только что вот эта вот ситуация меня заставила задуматься. Теперь я думаю, вернусь когда на Большую Землю. Напишу этим продавцам, американцам, которые продают такой кит, выносной кит для насоса. И спрошу у них, поможет мне это или нет. Тем временем мы продолжаем ехать по горе. Я вот жду, когда будет наконец-то спуск, чтобы увидеть эту долину.
Знакомо ли вам такое чувство, когда вот вы приехали на какую-нибудь офигенную панораму, путешествуя где-нибудь там, и фотоете каждую секунду, вот буквально фотоете каждый всевозможный угол, который только можно представить. И вот я забрался на самую вершину горы, по которой только что я ехал, и сейчас начинается спуск. Посмотрите на эту панораму. И какая здесь тишина. Только птички и звук реки. Вот она, река Кора. Или Кора. Течет она вон оттуда. Вообще не описать это ощущение, которое я испытываю, находясь здесь. Водопад стекает, вон ледники, они тают. Водопад стекает, вода впадает в эту реку, и огонь. Вернее, река берет свое там начало. Вот она идет, 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 и уходит туда, в сторону Текели. В сторону Текели. И там она впадает в реку Каратал. Вон он байк. Я только что оттуда заехал, и сейчас начну спускаться по вот этому вот серпантину живописному. Так, ну что ж, вы же видели только что, как я завалил. Потом поднял. Походу вот это и есть тот спуск, про который говорили все бывалые. Про Бурхан-Булак. Вот он. Видите, какой каменистый? И позади меня. Вот. Короче, имейте в виду. Я вас предупреждал. Сейчас вот этот участок самый сложный. Там он уже походу накатано все, грунтовка. Поехали. Назад пути нет, надо делать. Эта дорога, я вам скажу. Я не знаю, как я буду назад ехать. Бля. Зеркало слева свое снял. Вот. Убрал в сумку. От этой тряски она вылетела. Я вот только сейчас обратил на это внимание. Сейчас иду в гору, чтобы найти свое зеркало. Пипец. Фух. Вон немного осталось. 10 километров по равнине. Но вот этот отрезок самый тяжелый. Охренеть. Нашел я зеркало. Вот оно, родненькое. Упало только что, вон. Черкануло немного, вон. Скол. Иду теперь вниз к байку, чтобы продолжить свое путешествие. Вот такая небольшая рекламная пауза у меня была. Классно, но страшно. Особенно тот отрезок, где она у меня вылетела из сумки. Блин, немного даже очкую, если честно. Ой, наконец-то я спустился. Пипец. Я не знаю, кажется, я не заснял тот момент, когда я свалился на мягкой почве только что. Правое зеркало к чертовой матери. Разбил его прям. Оно прям поломалось. Поэтому его нет. Левое я убрал в сумку. У меня еще крепление правого дополнительного света поломалось. Сейчас туманка вон висит. Сейчас ее приеду на Булак, закреплю ее стрипами. Зато смотрите, какая красота справа.
Как будто это открытка. Прям не верится, что это ты видишь своими глазами. Картинка Ультра HD. Ну где ты, Бурхан-Булак, где? О, осталось 8 километров. Вот она, река Кора. Красавица. Погода просто офигеть. Супер. Вот они, горы Джунгарского Алатау. Я здесь впервые, прям дух захватывает. Не верится даже, что я сюда доехал. Тот спуск до сих пор, от него мне колбасит ноги, реально, очень тяжело было. Еще назад ехать. Вот я там завалился. Видали? Крепление, хрясь, поломалась прямо вот в этом месте. Лапку погнула. Вот она, вот эта лапка тормоза заднего, погнула ее. Вот так вот. Тур-эндуро. Куда без этого? Благополучно бы теперь домой доехать, вернуться. Все остальное это сущие пущие пустяки.